В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро». Приветствую вас, друзья! Доброго всем вам утра! Успешной новой недели желает ведущий Александр Лащенко в Крымском утре. В следующие 45 минут буду ведущим я. И основная тема для обсуждения именно ожидающееся сегодня, 6 августа, судебное заседание в связи с новой волной арестов, задержаний на полуострове. Как раз сегодня ожидается в Симферополе суд по определению меры пресечения задержанным российскими силовиками в Крыму Азизу и Асану Ахтемовым, Нариману Джелялу, Эльдару Адаманову, Шавкету Усеинову. Об этом сообщал глава Меджлиса крымского татарского народа Арифат Чубаров в своем Facebook. Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, и по данным Рифата Чубарова, Джелялу выдвинули обвинение по статье 281 Уголовного кодекса Российской Федерации «Диверсия». В отношении двоюродных братьев Азиза и Асана Ахметовых тоже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Айдер Азаматов. И данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет. Российские силовики в Крыму пришли с обыском и задержали 3-4 сентября этого года 5 крымских татар. Речь идет о деле о повреждении газопровода под Симферополем у села Перевальное, сообщает русская служба «Радио Свобода». Реакции российских властей, силовиков, пока вот на утро сегодня, 6 сентября, 8:17 по Киеву, реакции особой нет, есть только информация агентство Крыминформ со ссылкой, цитата, на источник правоохранительных органов. И вот по этим данным, которые приводит Крыминформ, опять-таки, цитата, несколько сторонников запрещенного в России за экстремизм крымско-татарского меджлиса задержаны в Крыму в рамках расследования уголовного дела о повреждении газопровода. В числе задержанных бывший первый заместитель руководителя организации Нариман Джелялов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, сказал собеседник агентства Крыминформ. Вот попытаемся разобраться в Крымском утре сегодня, что это за дело, обоснованность этих предъявленных обвинений с экспертами нашего эфира. И вот, собственно, предлагаю высказаться первому из этих экспертов. Сейчас как раз вот подсказывает режиссер трансляции, пока срывается с ней. Связь обязательно будет. Адвокат Наримана Джеляла Эмине Авамилева, а также Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, с нами будет в прямом эфире. Украинская правозащитница, координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак также выскажется сегодня в прямом эфире Крымского утра постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Ну и вот вначале предлагаю фрагмент комментария супруги задержанного Наримана Джеляла, Левизы Джелял. Комментарий сразу после его задержания 4 сентября этого года в селе Первомайское. Итак, супруга Наримана Джеляла, как все происходило? В 7 утра с копейками мы еще спали, поэтому ориентировочно где-то 7:15, 7:20 ворвались около 12 людей в масках через заборы, разбудили нас, стуча в окна, в двери. Муж открыл дверь, Нариман открыл дверь. Нас с 4 детьми заблокировали в отдельной комнате. Поэтому все разговоры производил он. Мне лично никто не представлялся, документы не показывал. Провели обыск с ним вместе, забрали его и увезли на машине без опознавательных, вообще без номерных знаков в неизвестном направлении. Таков был комментарий того, что произошло 4 сентября этого года. Супруги задержанного российскими силовиками Наримана Джеляла. И опять-таки очень мало скупые комментарии со стороны российской стороны, официальных представителей, собственно, и нет комментариев как таких. Опять же, на сегодняшнее утро, 6 сентября, возможно, они появятся, и тогда радио Крым Реалии обязательно их озвучит. А то, что имеется в этот момент, еще раз, опять-таки, для баланса оглашаю, информация Крыминформа.
И отсылка Криминформа на цитата «Источник в правоохранительных органах России». Подробнее. Несколько сторонников, цитата опять-таки, запрещенного в России за экстремизм крымско-татарского меджлиса задержаны в Крыму в рамках расследования уголовного дела о повреждении газопровода. Кстати, очень важный момент. Как только стало известно, не из официальных сообщений, а вот, собственно, когда между людьми, между родственниками, знакомыми пошла информация о задержании 5 крымских татар, группа людей, по разным оценкам, более 50 собрались в здании ФСБ в Симферополе. И они отказались расходиться по требованию полиции о необходимости соблюдения карантинных мер в связи с распространением коронавируса. Участники акции отошли, конечно же, друг от друга на 1,5 метра, как они говорят, но это не помешало, препятствием не стало для полиции все-таки начать задержание. То есть тоже, кроме 5 задержанных, Азиза Асана Ахтемова, Наримана Джаляла, Эльдара Адаманова, Шавкета Усинова, еще более полусотни людей тоже были задержаны. По утверждению Криминформа их отпустили, этих задержанных, дескать. Как я обещал, с нами на связи адвокат Наримана Джаляла Эмине Авамилева. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе Сразу утро. первый вопрос. Действительно, точная информация, что сегодня, 6 сентября, в Симферополе ожидается, в кавычках, суды по определению меры пресечения Азизу Асану Ахтемову, Нариману Джалялу, Эльдару Адаманову, Шавкету Усеинову. Что вам известно? Да, конечно. Вчера мне сообщил следователь, который расследует данное уголовное дело, о том, что сегодня в 10 часов он ждет защиту для продолжения допроса в качестве подозреваемого моего подзащитного Наримана Джалялова. И, по всей вероятности, сегодня где-то приблизительно, ближе к обеду, после окончания этого следственного действия, материалы дела будут переданы в Киевский районный суд города Симферополя, где будет избираться мера пресечения в отношении моего подзащитного. Но вот как стало известно уже и от других защитников, и вот информация, которая уже распространяется в социальных сетях, предполагается, что сегодня в отношении других задержанных, это Ахтемова Азиза и Ахтемова Асана, также будет избираться мера пресечения. Судьба других задержанных, это Одаманова Ильдара и Шевкета Усина, для нас, для адвокатов, пока неизвестно, кроме Одаманова Ильдара. Лилия Гемиджи уже ранее сообщала, что он содержится в изоляторе временного содержания по Симферопольскому району в поселке Грессовском, где здание нового аэропорта, и ждут рассмотрения материалов по административному протоколу. А вот по Шевкету Усинову пока ничего сказать не могу, поскольку нет никакой информации. Вообще неизвестно, что Шевкету предъявили, так? Да. Мы не знаем, что предъявили, кроме вот Адаманова Ильдара. Адаманову, судя по всему, по некоторым предварительным данным, озвученным накануне, неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов. Но Нариману Джалялу, которого вы защищаете, а также, я так понимаю, двоюродным братьям Азизу и Асану Ахтемовым, предъявили очень серьезную статью 281 Уголовного кодекса РФ, диверсия, правильно? Да, абсолютно верно. Причем Нариману Джалялу предъявили эту статью через часть 5 статьи 33 пособничества в совершении его данного преступления. И речь идет об этом повреждении газопровода, так? Да. Крымгазсети, вот в Симферопольском районе, в Перевальном. Угу. Вообще, вам с Нариманом удалось так или иначе пообщаться? Конечно. Расскажите, что возможно, что он... Да, я могу рассказать, если можно, очень коротко, потому что тороплюсь. Да, вообще, да. Да, в 4 утра, вот мы, если вы отслеживали события, мы разошлись, собственно говоря, от здания ФСБ в начале 1-го, и практически без 5, 4 утра мне пришел звонок со стационарного номера телефона. Это был следователь Власов, который сообщил о том, что Нариман Джалял изъявил желание видеть в качестве адвоката именно меня, и что они меня ждут для проведения следственных мероприятий. Я уже где-то около 5 была в управлении ФСБ, и у меня было конфиденциальное общение с Нариманом Джалялом. Как я уже говорила ранее, несмотря на то, что он очень был уставший, он держится абсолютно, будем говорить так, достойно. Его многочасово к нему применялось достаточно жесткое психологическое воздействие, поскольку он находился все это время в наручниках с мешком на голове.
находился в подвальном помещении, это по его ощущениям, и, естественно, подвергался, как я уже сказала, жесткому психологическому воздействию. Физическое воздействие поэтому... было? Можете сказать об этом? Нет, физического воздействия на Наримана Джеляла не осуществлялось, но психологическое воздействие было очень сильное. И маленький вопрос, я понимаю, вы сказали, у вас не так много времени. Что вам известно, если что-либо известно о тех 50 задержанных, даже больше, которые пришли к зданию управления ФСБ Симферополя? Утверждает Криминформ, что их все-таки сразу, не сразу, через несколько часов, насколько можно понять, отпустили всех из отделений полиции. Это правда или кто-то из этой группы, которые пришли к зданию ФСБ, до сих пор под арестом? Нет, да, из тех, кто пришли к зданию ФСБ, двое находятся под арестом, поскольку их задержали по 19.3, это не повиновение сотрудникам правоохранительных органов, это конкретно отец одного из подозреваемых в совершении, как я уже сказала, тяжкого преступления. Это отец Азиза Ахтемова из Кенверби и его родной младший брат Арсен. Вот в отношении их обоих практически до поздней ночи, практически до 3 часов утра, как сказали мне коллеги, которые присутствовали при составлении административного протокола в отношении этих людей, вот они задержаны, а вот в отношении остальных, идет статистика более 60. Даже больше 60? Там нарушение масочного режима. Я хочу сказать, что рассмотрение административных протоколов состоится уже на этой неделе. Предварительные даты обозначены 9-10 сентября. Естественно, мы, я имею в виду и сторона защиты, и гражданские активисты, волонтеры, активно готовимся к этим процессам, и мы уверены в том, что мы отстоим эту позицию. Я еще хотела отметить, что людей было значительно больше, смогли, как вы видели, отслеживали ситуацию, затолкать вот в эти автобусы, задержать и доставить в районные отделения по городу Симферополю, району отделения полиции, и сумели составить протоколы вот в отношении вот этого количества людей. Но людей, которые неравнодушны, и людей, которые отслеживают эту ситуацию и, естественно, выражают свое несогласие с подобными противоправными действиями сотрудников правоохранительных органов, поскольку мы также отмечали нарушения с их стороны в момент проведения задержания, в том числе и момент составления протокола. Я думаю, что это будет отмечено уже в ходе рассмотрения этих административных протоколов в суде. Естественно, это все будет отражаться, и, естественно, все это будет освещаться в СМИ, и будем придавать это огласке. Я вам очень благодарен за эту информацию, которую вы привели в прямом эфире радио Крым Реали в Крымском утре. С нами на прямой связи была Эмине Авамилева, адвокат задержанного в Крыму крымско-татарского активиста Наримана Джеляла, Наримана, а также двоюродных братьев Азиза и Асана Ахметовых, а также Эльдара Адаманова и Шавкета Усейнова. Российские силовики подозревают в диверсии, вернее, не всех, я уточню еще раз, Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемова, троих. Им предъявляют уголовную статью 281 Уголовного кодекса РФ «Диверсия». По этой статье лишение свободы от 10 до 15 лет предусмотрено. Обвиняемый категорически отрицает свою вину, как сейчас в том числе подтвердила в эфире радио Крым Реали адвокат Наримана Джеляла Эмине Авамилева. С нами на прямой связи еще один эксперт сегодняшнего крымского утра, глава Меджлиса крымского татарского народа Рифат Чубаров. Господин Чубаров, здравствуйте. Здравствуйте. Вы активно рассказываете в своем Facebook, я уже цитировал в начале сегодняшнего выпуска о том, что происходит. Если можно, пожалуйста, какая-то, возможно, свежайшая информация на сегодня, понедельник, 6 сентября. Эмине Авамилева уже рассказал, ожидаются суды, если называть эти, скажем так, мероприятия судами, именно сегодня в Симферополе. У вас тоже такие данные, я так понимаю. Но все эти дни, как только начались похищения крымских татар в Крыму, это, напомню, началось 3 сентября, днем с Адаманова Эльдара, Меджлис крымского татарского народа, постоянно на связи со всеми соотечественниками, родственниками, адвокатами, активистами крымско-татарского национального движения. И, разумеется, мы сегодня можем отметить, что в Крыму не просто очередная волна репрессий в отношении крымских татар со стороны российских оккупантов. В Крыму
начата расправа над членами Меджлиса крымско-татарского народа. Нариман Джелялов, первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, и обвинение Нариману Джелялову и другим арестованным крымским татарам, подозрение якобы совершения ими диверсий, свидетельствует о том, что Российская Федерация, и на самом деле это так, она начала, в общем-то, исполнение своих угроз по отношению к участникам Крымской платформы. Мы по-другому не оцениваем то, что сейчас происходит в Крыму, и она эту расправу и месть свою начала с крымских татар, с Меджлиса крымско-татарского народа, поскольку вот эти именно статьи, диверсия, говорит еще о желании российских оккупантов, вернее, их стремлении дальше дискредитировать Меджлис крымско-татарского народа. Давайте еще раз отметим то, что все задержания происходили с, просто самым циничным таким нарушением собственного законодательства российских оккупантов. О судьбе людей, их родственники, адвокаты не могли знать в течение длительного времени. И сейчас выяснилось, что и Адаманов Эльдар более суток находился в наручниках с мешком в голове. Ахтемов Азиз и Ахтемов Асан, эти двоюродные братья, сейчас ситуация такова, что к ним не допускают независимых адвокатов и утверждают, что они якобы дали согласие, отказавшись от независимых адвокатов, дали согласие на назначенных оккупационным режимом адвокатов. И также Нариман Джелялов с утра после ареста и до вечера находился в подвальном помещении в наручниках с мешком на голове. Все это говорит о жесточайшем таком прессинге. Мы еще не знаем, не выяснили, насколько применялись физические пытки, поскольку короткое свидание с Адаманом Эльдаровым адвокатов не дало это установить. А еще раз повторяю, Ахтемову Асану, Ахтемову и Гизу все еще не допускают независимых адвокатов. И, кстати, понятно из того, что вы рассказываете, Нариман Джелялов приезжал в Украину на форум «Крымская платформа» 23 августа сего года. Так я понимаю? Да, он был участником Крымской платформы, он принимал участие в рамках Крымской платформы в различных мероприятиях, в том числе в открытии национального офиса Крымской платформы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими иностранными участниками Крымской платформы. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на задержание на аннексированном полуострове крымско-татарских активистов. Комментарием процитирую: оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы, констатирует Владимир Зеленский. Все задержанные должны быть освобождены. Конец цитаты президента Украины. Господин Чубаров, как вы считаете, за сколько я могу судить? За эти более чем 7 лет после известных событий были задержаны десятки крымско-татарских активистов, вообще активистов в Крыму, которые не поддерживают, мягко говоря, то, что осуществляет Россия все эти годы. И из них, да, оказались в итоге некоторые люди на свободе, но только в рамках обменов и так далее. А вот на оправдательные приговоры, возможно, и такого рода вещи, Сенцова, например, вспомним, тех, кто все-таки не сразу, конечно, но оказались в Украине, например. Кроме, может, господина Семены, журналиста, и то были такие, и то, это как бы исключение из правил. Другие все случаи показывают, если против человека российские силовики возбуждают дело, тем более по такой статье, до 15 лет заключения она предусматривает, 281 УК РФ, то, к сожалению, шансов на то, что человека окажется вскоре на свободе, нет. Правильно я понимаю, или я ошибаюсь? Я попробую не ошибиться. Из тех, кто был арестован в Крыму, из крымских людей, в порядке обмена и договоренностей были освобождены лишь Сенцов Олег, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Александр Кольченко,
Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Последние двое при посредничестве президента Турции Эрдогана. А все остальные, а их более 100 человек, которые в Крыму приговорены к разным срокам лишения свободы, как правило, к огромным срокам лишения свободы, 13, 17, 19 лет, никто не освобождался по, ну, скажем так, до отбывания этих незаконных сроков лишения свободы. И это говорит о том, что Российская Федерация очень последовательно вот своей такой иезуитской политики не освобождать политзаключенных Крыма, демонстрируя тем самым, что они якобы являются ее гражданами, и все, что происходит в Крыму, это является якобы внутренним делом Российской Федерации. Но при всем при этом, вот даже Соединенные Штаты Америки отреагировали на очередные задержания в Крыму. Государственный департамент, процитируя заявление на сайте Государственного департамента США, Соединенные Штаты Америки решительно осуждает задержание 4 сентября заместителя главы крымско-татарского меджлиса Наримана Джелала и как минимум 45 других крымских татар. Российской оккупационной власти в Крыму. Мы призываем российскую оккупационную власть немедленно освободить их. Конец цитаты. Вот, как вы считаете, все-таки, господин Чубаров, вот такой резонанс, довольно сильный уже реакции президента Украины и главы МИД, и вот и на Западе, в том числе США, это дает определенный все-таки шанс, что вот эта тенденция, когда, ну, нечастых, как минимум, случаев все-таки удается на свободе оказаться крымско-татарским активистам, эта тенденция все-таки продолжится, и тот же Нариман Джелал и все другие задержанные в эти дни не будут длительные сроки вынуждены пребывать в российских колониях. Не будут. Я хотел бы, чтобы вот еще раз прислушались к моим словам. Я говорил вчера и повторяю сегодня о том, что свою месть и расправу над участниками Крымской платформы российские оккупанты, Российская Федерация начала с крымских татар, с меджлиса крымско-татарского народа, в самом широком понимании с крымско-татарского народа. Им это легче всего, потому что все крымские татары, весь народ на своей земле находится в заручниках у российских оккупантов. Крым оккупирован. Но это говорит лишь еще о том, что последует очередь уже и правительств, и каких-либо иных структур, связанных с тем или иным государством. Возможно, это будут коммерческие бизнес-структуры. И мы не знаем, в каких конкретно проявлениях будет осуществляться месть Российской Федерации по отношению к государствам, участникам Крымской платформы. Но то, что она последует, это месть, это расправа, каким-то образом, может быть, даже унижение тех или иных государств. В этом у меня нет никаких сомнений. Российская Федерация никогда не выполняла своих международных обязательств или обещаний, подписанных в договорах, но она всегда исполняла и исполняет свои угрозы. Может быть, после какого-то времени, но она исполняет свои угрозы. И к этому надо быть готовым. И сейчас, да, есть некоторые государства, которые уже отреагировали, в частности, Министерство иностранных дел Турции. Сегодня с утра мы читаем заявление Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Мы признательны этим государствам за их позицию, но то, что необходима консолидированная позиция Крымской платформы в целом, и то, что Россия сейчас тестирует, так как она делала в 2014 году своим вторжением в Крым и последовательными шагами по оккупации Крыма, она ведь отслеживала все, что происходит в мире, и дошла до так называемого референдума 16 марта, а потом и инкорпорации Крыма в состав России. То же самое сегодня происходит, и поэтому нужно как можно быстрее дать отпор вот новой такой гибридной агрессии России по отношению к свободному миру и в первую очередь к участникам Крымской платформы.
Я, кстати, попрошу вас еще с нами остаться в эфире, послушать, а потом прокомментировать. Мы для, скажем так, палитры мнений, для полного баланса приведем мнение человека, с которым вам, господин Чубаров, пришлось познакомиться после известных событий 2014 года. И я приведу фрагмент того, что заявил этот человек, тогдашний российский прокурор Крыма Наталья Поклонская, в феврале 2016 года, она еще тогда пребывала на этой должности, озвучивая решение России запретить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа в Российской Федерации. Почему это важно, помимо прочего? Потому что, напротив, вот именно в этом фрагменте, представленным пророссийскими YouTube-блогерами, как раз сидел Нариман Джелял, ныне арестованный, и его адвокат, ну и адвокат, который представлял интересы Меджлиса крымско-татарского народа. Правда, в этом ролике не показана реакция Наримана, только показано то, что утверждала госпожа Поклонская. И сейчас, господин Чубаров, вы имеете возможность это прокомментировать, но сперва послушаем, что утверждала тогдашний прокурор российский Крыма. Рассмотрели мы коллективное обращение с просьбой признать противоправной и провокационной деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, а также принять меры в части запрета использования крымско-татарского национального флага преступниками, совершающими блокады и диверсии против разных народов Крыма. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров Рифат Абдурахманович скрывается от органов следствия и находится в настоящее время в розыске. Вы представляете интересы Меджлиса в Крыму, поскольку являетесь первым заместителем председателя, поэтому я вам вручаю копии документов, заявление в Верховный суд Республики Крым о запрете деятельности общественного объединения Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, это февраль 2016 года. Тогдашний российский прокурор Крыма Наталья Поклонская озвучивает вот это вот решение. И при этом она его озвучит Нариману Джелялу. Правда, в этом ролике не показана реакция Наримана, его адвоката. Но сейчас, господин Чубаров, вот понятно, уже немало лет прошло, но политика России с тех пор же не меняется. Вот, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, смотрите, если можно, я начну с небольшого комментария о том, что я признаю право вашей редакции определять собственные приемы ведения ваших передач. Но, честно говоря, я не понимаю, почему вы время от времени, как бы для палитры мнений, как вы говорите, вы даете возможность для озвучивания позиций международных преступников, да, я просто переживаю, как бы вы скоро бы не начали бы приглашать лидеров талибов, там других. Да нет, ну что вы, Рифат. Ситуаций. Но позвольте мне теперь дальше. Пожалуйста, конечно. Да. То, что касается этого фрагмента, который вы сейчас продемонстрировали, это суд над Меджлисом крымско-татарского народа, абсолютно незаконный, юридически никчемный. 2016 год, апрель, Симферополь. Но после этого ведь было решение Международного суда ООН уже в апреле 2017 года, и есть промежуточное решение Международного суда ООН, которым Российская Федерация обязывается немедленно отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа и разрешить лидерам Меджлиса, речь идет обо мне, о Мустафе Ага, Чемилеве, о других членах Меджлиса, которые находятся за пределами Крыма, свободно въезжать и выезжать из Крыма. Это решение до сегодняшнего дня Российской Федерации не исполнено, а в эти дни мы видим уже новую, я не хотел бы сейчас в эфире предполагать, каких форм может достичь репрессии, которые начаты несколько дней назад, но очевидно, то, что они будут продолжаться, это уже всем очевидно. Российская Федерация поставила сейчас своей задачей, в том числе до конца уничтожить Меджлис крымско-татарского народа в Крыму, а на международной арене его максимально дискредитировать. Поэтому и появилась эта статья о диверсии. И, соответственно, в этой связи мы должны говорить вообще о том, что Российская Федерация абсолютно игнорирует
все решения международных организаций и международных судов. И поэтому реакция международного сообщества должна быть максимально жесткой и максимально консолидированной. Иначе Российская Федерация и дальше будет продолжать свое, знаете, такое победоносное шествие уже по руинам международного права. Тут еще важно, понимаете, этот фрагмент, да, это уже 5 лет прошло, но не показывает, что все эти годы, 5,5, да больше, весь период этот, более 7 лет, в каких условиях приходилось жить Крыму Нариману Джелялу и его родным, близким соратникам. Вот что еще, помимо прочего, иллюстрация, в каких условиях они пребывали, и вот сейчас такая кульминация, если угодно. Теперь их и в наручниках держат с мешком на голове. Я с вами согласен и хочу сказать о том, что так как поступают сейчас российские оккупанты с задержанным абсолютно незаконно Нариманом Джеляловым, другими крымскими татарами, вы называли в ходе передачи несколько раз их фамилии, это еще свидетельствует о том, что о таком системном, целенаправленном преследовании крымско-татарского народа, поскольку такие действия, они преследуют еще целью еще больше устрашить крымских татар и вообще всех людей в Крыму, которые не приемлют оккупантов. То есть, когда российские оккупанты в Крыму совершают подобного рода преступления, они пытаются максимально извлечь из таких своих преступных действий максимум последствий, выгодных оккупационному режиму. С одной стороны, это очернение меджлиса крымско-татарского народа, это осуществление мести участникам крымской платформы, это дальнейшее устрашение крымского общества, это запугивание людей, подавление их воли, и поэтому реакция должна быть как можно жесткой по отношению к Москве в целом, а не к отдельным людям, как, скажем, следователь по особо важным делам ФСБ России по Крыму Виталий Власов. Спецслужбы Украины давно были бы уже провести полное расследование по Виталию Власову, потому что он причастен к преследованию многих граждан Украины, в том числе журналиста Есипенко. Он является следователем по его делу, и там допускались такие грубейшие нарушения прав человека в ходе расследования сфабрикованного против Есипенко дела. Этот Виталий Власов руководил преследованием многих крымских татар, обвиняемых якобы в принадлежности к экстремистской организации Хизб ут-Тахрир, и теперь он осуществляет следствие по отношению к незаконно задержанному Нариману Джелялову. Он является этим генератором таких пыток, мешков на головах задержанных людей. И это один из тысячи палачей, присланных Москвой на украинскую территорию. Если я не ошибаюсь, мы сейчас работаем по Виталию Власову. Его перевели из города Амурска на Дальнем Востоке, на территорию Крыма, чтобы он совершал такие преступления против граждан Украины. Здесь есть очень много задач, которые нам, украинской стороне, надо выполнять в связи с подобного рода репрессиями, происходящими в Крыму. Спасибо большое, господин Чубаров, за участие в нашем эфире. Я благодарен главе Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову и присоединяю к нашему прямому эфиру Крымскому утру украинскую правозащитницу, координатора медийной инициативы за права человека Марию Томак. Приветствую вас. Доброго ранку, пані Мария. Доброе утро. Смотрите, такой вопрос, скажем, общий, хотя очень важный, стратегический, если угодно. Если можно так подытожить, хотя, к сожалению, об итогах рано еще говорить, отнюдь. То, что происходило 3-4 сентября этого года, вот сейчас, в эти дни, и Нариман Джелялов, и не только,
Это едва ли не самое массовое задержание за последние годы, насколько можно судить, такие вот одновременные на аннексированном полуострове. Предыдущий такой масштаб был во время обысков и ареста в марте 2019 года. Тогда ФСБ России задержал 25 крымчан. А сейчас речь идет, во-первых, о 5 задержанных: Наримана Джеляла и других крымско-татарских активистов. И вот по данным адвоката Эмине Авамилевой, оглашенной в нашем сегодняшнем эфире, более 60 возле здания ФСБ, то есть 65 человек как минимум, да, в этот раз получается. Самое массовое за многие, ну не за многие, а за несколько лет задержания в Крыму. Ну, вы знаете, здесь действительно можно говорить о каких-то параллелях, но, безусловно, мы говорим о двух разных, скажем так, режимах, да, если тогда во время предыдущей волны массовых арестов все эти аресты происходили в рамках возбужденного уголовного дела либо уголовных дел по обвинению в терроризме, так называемом, да, то здесь речь идет об одном деле, где фигурантами является 5 человек, которые вы только что тоже с Рифатом Чубаровым обсуждали, где одним из фигурантов является Нариман Джелял. Ну и остальные задержания, которые происходили, это, судя по всему, будут административные дела. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Двоюродные братья, тоже фигуранты вот этого возбужденного Ахтемова, они тоже точно по этой статье, как сообщила Эмине Авамилева. Один точно, 4-й фигурант по административной, а 5-й вообще неизвестно, что ему предъявили, с ним не удается связь вообще установить. Я к тому, что, судя по всему, у нас будет 5 новых уголовных дел с серьезными обвинениями в подготовке диверсии. А задержания, которые происходили возле, собственно, тех людей, которые вышли поддержать или узнать информацию о задержанных, то есть это не будут какие-то большие уголовные там обвинения серьезные предъявлены, то есть, скорее всего, это будут административные дела. Но к разговору, который вы только что вели с Рифатом Ага, я тоже хочу обратить внимание по поводу вот цитаты Поклонской, которую вы привели, что действительно, в частности, Наримана ему не инкриминируют именно участие в Меджлисе, да, как в экстремистской организации, как это объявила Российская Федерация, оккупационные власти, а именно вот им будут пытаться предъявить диверсию, потому что, конечно же, во-первых, санкция за участие в экстремистской организации по Российскому уголовному кодексу является меньше, а во-вторых, конечно, как уже напоминали только что, есть серьезные довольно международные документы или, скажем так, вот решения суда, и это в многочисленных резолюциях, где требуется прекратить вот этот вот запрет на Меджлис, и, конечно, это было бы не настолько состоятельно, в кавычках, как вот обвинение в диверсии. Тоже, кстати, интересный момент, что, судя по сообщениям в медиа, на это обращали внимание наши коллеги из издания «Граты», изначально 23 августа, когда было возбуждено уголовное дело по якобы повреждению этого газопровода, оно изначально было возбуждено как порча имущества. Да-да-да, очень важный момент, да-да-да, правда, Мария, а не о диверсии, да. Да, а потом уже это было переквалифицировано, и тут уже включились ФСБ, то есть мне кажется, что, во-первых, конечно, сложно не вдаваться в конспирологию, да, что именно 23 числа это произошло. В день проведения Крымской платформы в Киеве, да. Да, именно, и о том, что это все похоже, конечно, на спектакль, а ФСБ это умеет разыгрывать очень хорошо, как мы знаем по многочисленным другим делам, в том числе не крымским, а именно российским, да, то есть это еще и с начала 2000-х такие вещи происходят, вот, и, конечно, я тоже хочу присоединиться к вот этой версии о том, что это все, безусловно, является местью за Крымскую платформу, и мы тоже, кстати, вот изначально там и в общении с крымскими коллегами, и между собой здесь на материке пытались, собственно, обсуждать, а какой может быть месть, и мы думали о других статьях, которые могут быть применены, но это такой, можно
можно сказать, неожиданный поворот, неожиданный поворот, скажем так. Вот. И, конечно, тут важно сейчас, чтобы была действительно реакция не только отдельных стран, и США, да, действительно отреагировали, и Турция. И Турция, и не только. Консолидированная действительно реакция. Мы, между прочим, в рамках обсуждения, опять же, с коллегами и тоже во время презентации экспертной сети Крымской платформы мы обсуждали то, что мы хотим предложить странам Крымской платформы какой-то механизм реагирования на подобные вещи в Крыму, на подобные массовые аресты или особо брутальные какие-то дела. Ну, и мне кажется, что это дело как раз является таким, даже с учетом того, как происходит арест. Да, вот мы давно такого не видели, чтобы людей похищали это, и держали инкоммуникадо, как говорится, то есть без связи с внешним миром, довольно длительное время, несколько суток, то есть это мне напоминает 2014 год. Вот. И мне кажется, что здесь важно как раз попробовать запустить какой-то механизм синхронного реагирования. Я хочу тоже обратить внимание, что это не какие-то фантастические вещи, это уже происходило. Мы видели заявления общие стран, которые поддерживают территориальную целостность Украины по другим поводам, да, то есть могут быть такие скоординированные заявления, так же, как и скоординированные санкции, то есть добавление новых людей в санкционные списки, возможно, по крайней мере, теми странами, не Турции, потому что у нее нет санкций, как известно, но США, Евросоюз, например, Канада, они могут синхронно такие санкции вводить в связи с какими-то вот такими вещами, которые происходят в Крыму. Потому я думаю, что это важный такой повод для того, чтобы все-таки была такая скоординированная реакция, потому что, конечно, мы не можем говорить о том, что страны, входящие в Крымскую платформу, являются как-то морально обязанными, да, вот как-то какие-то обязательства такие на них накладывать. Но мне кажется, что на самом деле так и есть, потому что очень заметная поддержка есть для Крымской платформы на международном уровне, в том числе это звучало в заявлениях и по результатам визита Зеленского в Вашингтон. И, конечно, мне кажется, что все-таки это накладывает какое-то моральное обязательство на те страны. И, возможно, будут последствия. Можно ожидать определенную реакцию, не просто декларативную, но и конкретные действия, в том числе в виде санкций возможных. Спасибо большое, Мария. К сожалению, у нас не так много времени. С нами на прямой связи была украинская правозащитница Мария Томак. И предоставляю слово постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Антону Кореневичу. Приветствую вас, господин Кореневич. И вот такой вопрос самый главный. Какие, собственно, рычаги имеет Украина, чтобы как можно больше донести до мирового сообщества информацию о вот таких вот задержаниях, далеко не первых в Крыму, но весьма массовых, рекордных за несколько лет? Что удается Киеву в этом плане, в том числе, возможно, используя механизмы проведенной Кримської платформи? Доброго ранку. Справді, те, що відбулося 3 і 4 вересня в Криму, це справді речі, яких ми давно вже не бачили, і це, по суті, дійсно зазіхання на представницький орган кримськотатарського народу, так, на Меджліс, через інкримінування пану Джелялову цієї абсолютно, ви знаєте, абсолютно надумано, бездумно статті про так звану диверсію, так, це безумовно і намагання звести наклеп на Меджліс як такий. Що ми робимо? Ми безумовно працюємо по цій ситуації, як тільки це все сталося. Ви бачили, що президент України відреагував на ці події. Вже є реакція двох держав, це Сполучені Штати Америки і Туреччина, на рівні, по суті, Міністерств закордонних справ, так, на рівні Державного департаменту США та МЗС Туреччини. Ми також працювали всі ці дні з посольствами іноземних держав в Україні для того, щоб вони теж видали певну реакцію, і ми думаємо, що вона обов'язково буде, тому що дійсно були вихідні, і ми розуміємо, що певний робочий графік все-таки має місце. І ми теж думаємо, що може бути певна реакція з боку тих держав, які брали участь в установчому саміті Кримської платформи і підписали відповідно декларацію Кримської платформи. Тож ці всі питання безумовно в роботі, як власне засудження таких дій, так і безумовно подальші дії, дієві механізми реакції на такі події.
И как вы считаете, ну вот и Рифат Чубаров высказывал такую точку зрения, а вы согласны, Антон, что это не совпадение, уж я прошу прощения, что привожу российского пропагандиста фразу, известно о ком речь, фамилию его не называя, совпадение не думаю, то есть 23 августа этого года проведение Крымской платформы в Киеве, и вот сообщение о вроде бы поврежденном неизвестном и тогда газопровода вблизи села Перевальное в Крыму, а теперь вот подозреваемая в этом повреждении. Ні, безумовно, я погоджуюся з паном Рифатом, ми з ним про це спілкувалися цими днями. Безумовно, це не є співпадінням, це є реакція, це є певна помста Російської Федерації за те, що кримчани приїхали в Київ, за те, що вони взяли участь в установчому саміті Кримської платформи. І це також свого роду і реакція, ви знаєте, на доповідь Генерального секретаря ООН. Так, що от ви можете фіксувати... А нарушення прав чоловіка, да, в Криму? Да. Так, а ми будемо робити, власне, те, що ми хочемо, тому що ми тимчасово контролюємо цю територію. Я думаю, що ваші слухачі чудово орієнтуються в тому, хто такий пан Наріман Джелялов. Так, це абсолютно світла, освічена, достойна людина, так, інтелектуал. Повірити в те, що така людина може зробити якусь таку так звану диверсію, це просто називати біле чорним, і це просто неможливо. Але бачимо, що окупант, вочевидь, спеціальним умислом саме проти, по суті, останнього лідера Меджлісу, так, останнього з керівництва Меджлісу, який перебуває постійно в Криму і весь цей час там проживав, от інкримінує такі дії дійсно, щоб, по-перше, дійсно показати своє ставлення до всього того, що відбувалося в Києві, а по-друге, ще й звести наклеп на в цілому кримсько-татарський національний рух як такий. Спасибо большое, господин Кореневич. С нами на прямой связи был постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Еще раз подчеркну, что довольно скупа, вот по данным на утро 6 сентября, сейчас 9 утра по Киеву, информация со стороны российских официальных властей, силовиков о том, что происходит. Есть только утверждение о произошедшем повреждении этого газопровода, состоявшемся, дескать, 23 августа этого года, о том, что действительно статья диверсия. Вот информация со ссылкой на какой-то источник в правоохранительных органах агентства Криминформ. Я не раз приводил эту цитату. Вот, и больше пока нет реакции. Как только она появится, радио Крым Реалии обязательно не расскажет. Возможно, реакция упоминаемого сегодня в этом прямом эфире следователя российского Власова появится, или его начальство, тоже ее приведем. Это было Крымское утро, которое для вас, друзья, провел Александр Лащенко.